Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life, и сегодня мы с вами погадаем лицом и на природе. У нас продолжаются с вами наши замечательные индивидуальные, вот такие, да, будто бы индивидуальные психологические таро-консультации на различные темы, и, естественно, это у нас одна позиция. Ну, то есть, представьте, что вы пришли ко мне на прием, только теперь уже в лес, вместе со мной в лес пришли, и решили со мной посидеть, погадать, пообщаться. Представьте, что мы вместе пошли в поход или на пикник и решили устроить погадашки. Будьте как дома, да, на этой природе, и постарайтесь представить, что мы просто друзья. А я ваша подруга-гадалка, которая решила погадать вам сегодня, какие-то рассказать вам нюансы, и именно взяла с собой колоду Ленорман, только сдвоенную, вишневые и лиловые сумерки. Думаю, что вам наша консультация понравится, тем более, что тема очень интересная. Что приходит в вашу жизнь и что уходит из нее. Давайте посмотрим сначала, а в какой сейчас карте вы живете, в какой карте Ленорман вас видят высшие силы на сегодняшний день. Ну, раз вы ко мне пришли погадать, да еще на природе вместо силы, сдвигайте колоду 3 раза. Ну, я сделаю это немножечко за вас, ну, представим, что вы здесь, да, и 3 раза сдвигайте эту замечательную колоду Ленорман. Она состоит из 72 карт. И смотрим, а что у нас с вами прямо на дне. И я здесь вижу карту звезды. Замечательная карта. Звезды всегда говорят о том, что скоро сбудутся какие-то ваши мечты и желания. Звезды – это карта замечательная, счастливая, очень интересная, неординарная. У вас, скорее всего, в последнее время активирована интуиция. Возможно, ваши развиваются экстрасенсорные или неординарные магические способности. Может быть, по роду вам нужно принять какое-то свое, ну, вот такое вот ясновидение, да, или какой-то дар по роду, который вам бабушка хотела передать. Задумайтесь над этим. И звезды показывают очень часто, что какой-то человек, который находится на расстоянии от вас, прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, думает о вас. Он мечтает о вас. Он какие-то испытывает к вам, скорее всего, очень добрые чувства. Птичка запела, слышите? Очень хорошо. Итак, на нашей природе очень прекрасно, и мы с вами посмотрим, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Да? Итак, у нас вышла карта Сад. Сад очень хорошая карта, она говорит о том, что вы очень много таких интересных, может быть, событий в жизни, да, когда вы общаетесь с людьми, когда вы знакомитесь с людьми, может быть, вы хотите работать, да, там, с какими-то новыми компаниями, например, заключать новые контракты или обрастать клиентами, или вы хотите просто, там, допустим, на работе подняться по карьерной лестнице. Также карта показывает часто человека, который хочет изучить иностранные языки или пообщаться с иностранцами, изучить чью-то культуру, да, или завести новые знакомства, чтобы обрасти связями и в жизни преуспеть. Вообще, эта карта всегда показывает кого-то собранного, кто в жизни активен, кто в жизни очень много хочет сделать и кто, ну не знаю, создает себе некую карту желаний, да, как я хочу жить. Вы в последнее время задумываетесь, а как я хочу жить? Раньше, скорее всего, вы задумывались над тем, как вы не хотите жить, и притягивали негативные моменты. Сейчас же по карте Сад вы как раз-таки сконцентрировались на том, какие у вас в жизни цели и как вы на самом деле хотели бы жить. Это очень замечательно. Так, ну раз у вас такая хорошая личная карта, мы с вами посмотрим, а что приходит в вашу жизнь и что уходит из нее. Что же приходит? Мы здесь видим карту Кольцо. Вы знаете, карта Кольцо – это союзы, да? Она всегда показывает союзы. Кто-то как будто бы протягивает вам кольцо, надевает на палец. Если вы женщина, вам могут сделать предложение руки и сердца. Очень часто эта карта показывает именно предложение руки и сердца. Или улучшение отношений с мужчиной. Если вы мужчина, вы кому-то протянете это кольцо. Вот так же может быть на красивой подушечке. Карта подарков, жизненных сюрпризов.
и объединений. Бывает такое, что по карте САД, допустим, вы стремитесь к каким-то жизненным союзам, контрактам, обрасти клиентами. Так вот, кольцо показывает, что вы на много лет можете заключить выгодный контракт, работать на хорошей работе, иметь прекрасный доход и иметь постоянных клиентов. Именно много лет вас могут ценить люди, уважать, понимаете? Это очень крепкий союз. Прям крепкий, который невозможно чем-то взять и просто разрушить, понимаете? Хорошо, давайте теперь посмотрим, а что уходит из вашей жизни. Что уходит? Ух ты, мы здесь видим карту письмо. А это значит, что с кем-то уходит момент переписки, что ли. Так получается. Переписки или, может быть, с кем-то на расстоянии общения и разговоров. Письмо – это такая карта интересная. Может быть, вы документы с кем-то оформляете. И получается так, что когда идет этот процесс оформления документов, он очень сильно надоедает, он затягивается. И вам, уже это измучились, да, вы с этими документами. И заканчивается этот процесс. Смотрите-ка, церковь начала колокола бить. Интересно, это для вас какой-то знак. Хорошо, значит, у вас уходит момент, когда вы измучились документами, вы их наконец-то все оформите, и вам их выдадут. Это замечательно. Давайте теперь посмотрим по итогу, какие жизненные сюрпризы вас ждут в скором времени. Ух ты! Вышла карта Крест. Вас ждут какие-то судьбоносные события. Возможно, встреча с человеком, который изменит вашу судьбу. Или какое-то событие изменит вашу судьбу. Давайте узнаем, что это. Это карта совы. Совы – это ночные жители, ночные стражи. Они общаются с нами именно как будто бы через сны, через ночные, может быть, какие-то откровения. И также это ночные разговоры с людьми, да. Вы встречаете очень мудрого человека, но общаетесь с ним преимущественно по вечерам или по ночам. Это может быть такая какая-то продуктивная дружба. Но эта дружба принесет вам изменения в судьбе, потому что человек-то очень умный, и он для вас выступает как некий учитель. Смотрите, опять церковь бьет. Вот смотрите, как интересно вам, да? Я ведь не знала, что будут сейчас колокола бить. А у вас вот так получилось, да, что вы на такую консультацию попали. Хорошо, давайте теперь посмотрим, как у вас будет развиваться личная жизнь в скором времени. Вышла карта всадник, да. Скорее всего, к вам кто-то приедет скоро в гости и будет пылать к вам страстью. У вас будет очень сильно развиваться личная жизнь. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилась эта консультация. И я думаю, что мы продолжим эту традицию. Всем пока и до новых встреч.